Остановился на своем любимом месте. Покажу зимний пейзаж. Вот так все выглядит сейчас зимой. Кто смотрит походы, знает, где я нахожусь. Почему я тут остановился. Потому что здесь мое любимое место. Я люблю здесь просто смотреть на лес, на тайгу, на речку, когда она открыта. Сейчас все подо льдом. Сегодня 8. Так, подожди, обманываю. Сегодня 23 декабря. Долгожданный поход наш. На первую избу. В сторону первой избы едем. Остановился, вон наш буран. После ремонта обкатываю. Но первое, что я заметил, когда на холостых оборотах, вот если остановился на холостых оборотах, он работает, как будто хочет глохнуть. Не знаю от чего. Регулировка или зажигание, что влияет. Такого не было раньше. Также я остановился, наблюдая. Мужики не раз говорили, что в этой стороне косачи выходят на кормежку. Ну, может, чуть-чуть рано еще. Сейчас 8 часов, 8 минут время. В 9 часу они выходят. Сейчас уже будем готовиться. Сегодня будет охота на косачей. Буду по дороге, что бураниться есть, буду ехать, подниматься, пока не надоест. Целый бак бензина у меня. Съездим, поохотимся на косачей. На обратном пути заедем на первую избу. Посмотрим, как дела там. А сейчас я буду готовить карабин и ждать полного рассвета нормального. Погода вообще идеальна, сегодня тепло на улице. И пока безветренно. И думаю, ветра сегодня не будет, полный штиль ожидается. Сейчас подождем минут 10, может, еще. Рано чуть-чуть, потому не выходят. Но в этой стороне я не одну десятку косачей я стрелял. Здесь очень хорошая кормовая база для них. Очень много птицы здесь было раньше. Будем ждать вообще. Наш буранчик. Снег где-то сантиметров 30. Лыжи не взял. Буду ходить без лыж, если что. Подходить даже очень хорошо. Но чуть-чуть шумновато. Шумновато, но в принципе без лыж даже, думаю, лучше будет. Вот он я, ребят. Одет как, я не знаю кто, блин. Очень жарко в такой одежде ходить, бродить на буране. Когда сидишь, прохладно. И даже, владельцы мотособаки, конечно же, спорят, что со мной. Я пишу прямо, что на мотособаке холодно ездить. Но они стоят на своем. Надо правильно одеться, не будет холодно. Хоть ты как одевайся, ребята, честно скажу. Ты в такую ситуацию попадаешь, что ты спотеешь, тебе жарко становится, пуговицы расстегиваешь, едешь, и у тебя начинает, и ты не замечаешь, что у тебя легкие там воспаления идут, или еще там простываешь. Или просто ты все равно после того, как вспотел, ты если едешь 10 километров за это время, ты все равно, тебе станет прохладно. А на буране лобовое стекло держит от ветра, от двигателя тепло идет, крутит там, вообще идеально сидеть. С одной стороны, экономичная мотособака, и как я смотрю, сейчас показывают в интернете, там тягают там бревна, груз хороший тягают. В принципе, сильные тоже они. Патронная оболочка 9,4. Сейчас после пристрелки, не знаю, увидим, нет, хоть одну птицу, хоть в живую цель стрельнем или нет там. Не знаю, не видно, конечно.
Ну, расцветает самое то. Ништяк погода. Пять патронов на карабине Лось в магазине. И один патрон еще. Патронник. Получается за раз можно ставить 6 патронов в карабин. Один минус в этом карабине в Лосе. Вот магазин хреново вставляется. Очень хреново. Все. Оружие к бою готово. Вообще штиль сегодня, погода вообще идеальная. Маск-халат взял, костюм. Вот такой объем получается у него, вообще синтетика, вообще классный костюм сейчас продают. Раньше мы сшивали там обычного белого простыни, там разные маскировочные халаты, костюмы. Ну, если увидим, если с подхода будет охота, я возьму этот рюкзак пустой. У меня маскалат и патроны, все, больше ничего там нет. Остальное лишний груз таскать не будем. Здесь дороги больше нету. Нахожусь возле первой избы. Там вот буквально от дороги на метров 200 получается наша изба. Это уже тишина. Что такое? Мои чучела там еще прошлогодние сидят на месте. Едем дальше, будем искать. Еду по тем таким местам, где вот они должны быть. Не поверю, что их нету. Потому что люди говорят, что в этом году косачи есть у нас. И буранится, ну, вчера видно, что ездили. Видно, их тоже гоняют каждый день, может, из-за этого. Может, где-то в другом месте, может, возле реки. Я сейчас нахожусь на местечке Пилявась. Здесь, блин, всегда их встречаешь. Но от сегодня их нету. Вот такая маленькая деревня Пилявась. Поселок.
Несколько штук их. Вон они, нашел я их. 3 штуки. Ох, осторожно сидят. Очень осторожно сидят. Не знаю, что-то удастся, нет. Будем подходить далеко, очень далеко. А вон еще стая прилетела. Их там много. Вон еще летят, вон. В куче они. Больше 10 штук видно. Может, только выходят. Но если... Ну, очень далеко, не знаю. Гадать не будем, давайте сходим туда. Пока ехал по лесу, вообще... Ну, не зря я сюда заехал. Там бураница была, старая бураница. Да, я думаю, съезжу. Вообще ужасная дорога казалась. Ну, не знаю, может, кроме них не встретим. Большой надежды особой нету. Че, они улетели? Кто-то один улетел. Они меня видят. Нужно как подходить вдоль реки как-то. Вдоль реки буду идти. Вспомним молодость. Давненько я не бродил. Пиджак одену и все. Останавливать не буду. Основная стая вот только прилетела. Может, где-то в другом месте сидели. Может, только выходят. Пока сидят. Вот и найди их. По буранице я еду. Сколько уже километров. Ни души. Они тут, оказывается, сидят. Сейчас сходим. Что будет, то будет. Они, ребята, сидят. Но я вам скажу, очень далеко. Вон. И знаете, я принял решение. Там, я смотрю, избушка. Или ошибаюсь? Ошибаюсь, может. Я на буране. Я замучаюсь просто до туда дойти. Я без лыж. Я на буране обратно спущусь. Хотя бы пару километров. А недалеко. И думаю, река еще вот так идет. Если вот так река идет, они вообще улетят. Давайте сделаем так. Лучше я возвращаюсь. Обратно доеду. Примерно хоть. Ориентировочно я знаю, куда заехать. Другого выхода нет. Я умру, пока до туда дойду. Отошел от бурана буквально 20 метров уже. Все, смотрите, елка какая. О, здоровая вообще. Шикарная, блин. Такая густая. Да, сейчас. Обратно поедем. Никто не теряем. Ну, буквально там полчаса потеряем времени, но ничего страшного. Ребят, я просто наткнулся на них. Не знаю, что делать. Буквально от меня. Я не знаю, вон они. Вон они сидят. Не знаю, откуда стрелять, как быть. Еще недалеко, примерно 80
куда я выстрелил, вроде не упало никто. Никто не упал. Явно никто не упал. Вроде все улетели. Эй, на ружье, блин, так снег высыпался. Промазал, что ли, я, ребята? Не спеша, спокойно так стрелял. Явно не попал тут. Много домов сейчас. Сходим туда. Ну вот. Местечко все-таки час тут. Как поселок тоже. Очень много домов заброшенных. Кто-то приезжал вот недавно. Фу, я там бурана стоял. Ничего себе. Два раза река еще повороты делает. Очень далеко, оказывается, они были. Тут река. Ну да. Вон там дали я был. Или сходить как-то. Попал, не попал, хоть посмотреть. Потому что, когда я стрелял, на меня снег повалилось, блин, не успел нормально посмотреть. Кто падал или нет там. Так, ну-ка, глянем, что тут. Ну, сначала-то, видно, ходили. Не помню, когда-то я сюда заходил или нет. Все вам здорово, кырка. Мама не говорит, смотрите, как землянка. Даже не открывается дверь. Да. Не ухаживает за избушкой. Блин. О, какие, смотрите, ну не видно тут. Нары, очень большие семьи тут раньше. Снег убирали, а и сено убирали. Сейчас-то никто уже не живет толком. Но обычная избушка, только вот уже нижние венцы надо поменять, чтобы избушку повыше поднять. Темно тут, очень большая изба, окна поменяли. Или хотя бы здесь повыше прорезь двери сделать и туда бревна поставить. Можно еще, в принципе, тут жить. Где-то метра 70, наверное, высота избы тут внутри. Ладно. Конечно, дверь не закрывается даже. Вот так. Тут только карлики могут жить. Да. Блин. Один шанс был, и то. С мелкашкой мне привычнее. Что-то я к этому карабину никак привыкнуть не могу. Ой, там озеро как. Ну, снег глубокий, блин, уже бродить. Но все равно сейчас схожу. Посмотрю, хоть перья выпали или птица сама упала, нет. Надо посмотреть.